Добрый вечер. Вы смотрите канал МТЦ Москва, телевидение, Центральный округ. В студии Дмитрий Хаустов. Сегодня мы будем говорить о творчестве представителей различных национальностей, живущих на территории Центрального округа столицы. Итак, Москва – город многонациональный. Давайте знакомиться с творчеством народа, живущего в столице нашей Родины. Прошу любить и жаловать. Лезгины, рассказывает Елизавета Бабина. Любой национальный танец – это характер, колорит и темперамент того или иного народа. Существует мнение, что только носители культуры могут виртуозно исполнять свои народные танцы. Сегодня мы в этом либо убедимся, либо постараемся развенчать этот миф. Ведь меня ждет урок лезгинки. Рядом со мной балетмейстер Диана Алиева. Здравствуйте, Диана. Сегодня я бы хотела вам немножко дать разницу, понять, что такое лезгинка именно сценический танец и лезгинка именно свадебный танец. Это две разные вещи. Свадебная лезгинка – это практически полная импровизация. Но, тем не менее, знать ключевые моменты необходимо. Например, позиции рук. Ведь это самое главное для женского танца. И так как у вас вот эта ручка впереди в данный момент, значит, парик у нас вот здесь. Глаза мы направляем сюда, но внимание все равно обязательно на него. Чуть-чуть можно сделать вот сюда. Это, пожалуй, главное, что нужно запомнить. В данном случае правильное положение рук – это признак воспитания и хороших манер. Та рука, которая впереди, служит как бы барьером между вами и кавалером. Поэтому менять ее нельзя. Ведь кавказская женщина всегда должна быть загадкой. Движения ног тоже должны быть очень аккуратными, чтобы создавалось ощущение, что вы плывете по полу, словно лебедь. Шея вытянутая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тюльпанчик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Очень хорошо у вас получается. Освоить основные движения было не так сложно. Однако для того, чтобы почувствовать характер, конечно, необходимы регулярные тренировки. Ребята из коллектива кавказских танцев говорят, что почувствовать себя представителем горного народа может каждый, у кого есть искреннее желание. У нас есть очень замечательные девушки и парни русские, которые танцуют очень красиво, и у них горят глаза. То есть, когда они танцуют, видно, что они получают очень большое удовольствие. Кирилл – русский. Однажды он оказался в ресторане, где ребята танцевали лезгинку. С тех пор он практически пропадает на занятиях. И хоть танцами он увлекался с детства, ни одно направление не увлекало его настолько. Преподаватели рады, то, что разные народы ходят заниматься лезгинкой, потому что это нас как бы сближает друг к другу, это все равно в плюс всегда. И я не ожидал, что ребята будут такие дружелюбные, они мне представились абсолютно с другой стороны. Для тех же, в ком течет горячая кавказская кровь, уметь виртуозно танцевать лезгинку – это практически дело чести. Культурой каждого народа это в первую очередь является его язык, да, его традиции, его обычаи, в том числе и танцы. То есть танцы входили в какие-то обычаи, обряды, возможно, свадебные какие-то мероприятия. И для поддержки, я считаю, что каждый должен уметь танцевать так, как танцевали его предки. Национальный танец объединяет людей независимо от того, где они живут. Ведь в любом уголке мира можно услышать кавказские напевы. Кавказцы, да, они разбросаны по всему миру, и поэтому они за рубежом собираются в свои общины, и там у них проходят те же мероприятия, свадьбы у них проходят по тем же традициям, и там же они танцуют, пожалуйста, в любое время эти танцы. Они просто собираются для того, чтобы потанцевать, им это очень интересно, тем более вдалеке от родины, и им это нравится, и они с удовольствием проводят такие мероприятия. Для людей творческих границ поистине не существует. Ведь язык танца, он для всех общий, просто диалект у каждого свой. Елизавета Бабина, Денис Плискин, Москва, телевидение, Центральный округ.